принципе, конечно, я сюда потом остался здесь жить не из-за колбасы. Да. Я поступил на вечерний, не на заочный, а на вечерний факультет в институт в ТПИ, на экономика организации машиностроительной промышленности в 1985 году. Вот. И учился вечером. В Палдиске договорился, меня даже отпускали на полчаса раньше. Очень интересно было, почему я на заочную не попал. Я пришел на кафедру заочную, из меня потребовали от командования, там называлась войсковая часть 56-190, это учебный центр. От них потребовали разрешения, что они меня пустят учиться. А тогда был начальник политотдела, капитан первого ранга, который сейчас даже, по-моему, членом Регикогу был, это Белоусов, который является Эстелену Компани, да, у него компания была. Вот. И потребовали, чтобы кто-то дал бумагу, что мне разрешают ездить учиться, расстояние. Я уж не помню, дал мне эту бумагу, нет, я просто пошел на вечерний факультет, а там эту бумагу не потребовали. Я пошел тогда на вечерний, ездил вот так, учился. А потом получилось, что когда я первые 3 курса окончил, мы сдали здесь этот объект, работы закончились, и меня послали работать на север. Это от Мурманска, еще сутки пароходом надо было плыть, в очень отдаленное место, где ни вертолетов нет, ни дорог, ничего совершенно. И только пароходом можно 2 раза в неделю было добраться. И я не перевелся ни на заочный, ни на что, а я так вечерний учился, живя в Самаре, работая на севере, а учился в Таллине. Летал самолетом, у меня тогда очень хорошая зарплата была. Экстерном сдавал экзамены. Я ходил 1 месяц в семестр на занятия. Я приезжал, допустим, 1 декабря, нагонял все, что прошло сентябрь, октябрь, ноябрь, выучивал. И где-то 30 декабря экстерном сдавал, когда сессия началась 5 января, я все сдавал заранее и улетал снова на объект работать. Потом приезжал в апреле и в мае, опять все нагонял то, что пропустил, экстерном опять сдавал и снова улетал. И мне так легко давалось учеба, так и учился. Окончил здесь институт. И, в общем-то, это уже был 91 год, и стало понятно, что промышленность начинает разваливаться, что уже никому не нужны атомные подводные лодки, уже страна разваливается как-то. У меня была подписка 5 лет не выезда за границу, и не мог я никуда даже в туристическую путевку съездить, ничего. И я понял, что рано или поздно в Самаре я останусь все равно без работы, начинает все это уже 92 год, все начинает разваливаться. И надо было как-то определяться. Но, в принципе, я, наверное, немножко даже обманываю, сам уже забыл. Я квартиру поменял еще в 89 году. То есть, когда еще учился, уже принял такое решение. И я в 89 году просто сделал обмен. У меня была в самом центре Самары 2-комнатная квартира. Это самое дорогое, самое престижное место. Улица Куйбышева, там кафе «Тревяза», 2-комнатная квартира, но просто сейчас сумасшедших денег там бы стоило. Я поменял ее в Коломае район, Калеви 28, где потом выяснилось через год, что хозяином является Ян Кросс, писатель. И, в общем, квартиру дали там в Самаре маме, она инвалид 1 группы, потом была инвалид 2 группы. И как инвалиду одной с 2 маленькими детьми дали квартиру. Ну, советская власть дала. И когда мы ее поменяли, то здесь эстонская власть у меня отобрала эту квартиру, сказала, что это квартира Яна Кросса, дом. И получается как-то вот за что как бы я должен не любить советскую власть, и за что я должен любить как бы эстонскую власть, да? Советская власть мне дала бесплатное образование, я детдомовский, я очень много в детдоме времени провел маленький, когда был, потому что мама была при смерти, несколько лет она в больнице там лежала и ходить не могла. И я в детдоме находился, и нас как-то брат в одном городе даже, а меня в другой город детдом отдали. Меня бесплатно государство учило, школа была, институт, и все это было бесплатно. И так как мы очень бедно, нищими жили такими, у мамы была пенсия 60 рублей, а работать она не могла. И мы 3 жили на 60 рублей в месяц. В школе мне родительский комитет там это помогали, давали одежду даже. Мне всегда было почему-то стыдно, я сейчас не понимаю, почему мне было стыдно, но мне то ботинки дадут, то шапку, то пальто бесплатно. А я всегда очень стеснялся. Иногда даже мне было стыдно, я выбрасывал и не нес домой, потому что мне казалось почему-то, что это стыдно. Вот. И как бы я не люблю советскую власть, не люблю коммунистов. Но я не понимаю, почему я не люблю. Потому что она столько для меня сделала. И
Я не могу понять, почему я не люблю. Я люблю Эстонию и не понимаю, я за что люблю Эстонию. Она мне столько плохого сделала в жизни, Эстонии. И почему я ее люблю, я тоже понять не могу. И есть такие вещи, которые необъяснимы. Вот посмотрите, у меня Эстония забрала, эстонское государство, так будем говорить, да, забрала квартиру, которую она не давала. Да. Она ее не давала, ее забрала. Да. А на обмен тоже ничего не дали, да? Ничего. Ну и что там было ждать? Я ходил пару раз к Яну Кросу. Он сказал, ну вообще мне нравится, хороший человек, мы мило побеседовали, но он четко определил, что это мое. А он новую квартиру не купил? Нет. Дело в том, что он в общем-то, и личность довольно известная, в общем-то, в Эстонии, и член даже Ригикогу был. И мне понравился его жест, что он отказался. Он сказал, что ему неинтересно в Ригикогу, и ушел. Да. Я у него раза 2-3 дома был. Он там живет, ну, к сожалению, он год назад умер. Да. Вот, это где рядом с Ратушной площадью, магазин «Книга», там, знаете, внизу книги были. Были, да. Напротив церкви. Да. И он там на самом верхнем этаже. И он такой еще дома сделал ремонт, и окно врезал, и у него там кабинет, где он писал, и жена у него писательница интересная. Да. Вот. И он уже пожилой человек был, ему было трудно ходить, и когда к нему придешь, он с балкона кидал ключи, ты поднимаешься, дверь открываешь, заходишь, а потом, когда спускаешься, он попросил в почтовый ящик, бросишь назад ключи, и следующий, кто придет, возьмет эти ключи. Очень интересно. Да, вот получается, смотрите, у меня Эстония отобрала квартиру, которую она не давала. Она у меня отобрала гражданство. Я был гражданин, нормальный человек. Да. А теперь ты нет? Нет, я вынужден был взять российское гражданство. Хотя я не хотел брать российское гражданство. У меня был серый паспорт. Серый — это без гражданства лицо, да? Но однажды я с женой и с детьми захотел ехать в отпуск. Это был 2005 год. Мы пошли с женой туристические путевки идти покупать. И мы захотели съездить в Марокко. Нам сказали, что с серым паспортом Марокко нельзя. Мы хотели в Арабские Эмираты, нельзя. Мы хотели еще в какую-то страну, нельзя. Нигде нельзя. Да, с серым паспортом нельзя. Не как Советский Союз. Да. И мне сказали, если бы у вас было эстонское или российское гражданство, без проблем, езжайте. Мы вынуждены поехать в Тунис и Египет. Больше никуда не пускали с серым паспортом. Я поехал в Тунис, туда, куда я не хотел, но в результате мне очень понравилось. Но это само ощущение ко мне пришло. Как же так? За что? Что я сделал плохого? Конечно. У меня дети в очень интересную ситуацию попадали. У меня дочка родилась старшая в 94 году. И мне вдруг заставляют писать объяснительное заявление, почему, то есть я должен попросить разрешения жить ей в Эстонии. Мне заставили, там такая форма есть, откуда человек прибыл, когда заполняешь бланк, чтобы получить паспорт. Любой паспорт. Откуда прибыл в Эстонию? Я говорю, вы откуда? Не знаете, откуда дети берутся? Мне прям так и написать, откуда она прибыла. Нет, ничего не знаем, пишите. Там нет такой графы «родился». Понимаете? Нету графы «родился». Да, там вот не может человек, не может русский человек родиться в Эстонии, это никому в голову не придет, он должен откуда-то прибыть. И я писал объяснительную, почему мой ребенок здесь, как, вот. И ей дали вид на жительство на 3 года, разрешили 3 года пожить. Только, да, временный вид на жительство. Ребенку? Да. Нам всем сначала давали, вы, может быть, тоже плохо знаете положение русских, поэтому... Им не дали эстонское гражданство? Нет, и не дают. Интересно. Это интересно, потому что всем дадут, которые... Неправда, вы все думаете, что дают, не дают. Это пропаганда, не дают. Теперь надо говорить об этом. Не, это против этих международных прав. Но зато это совпадает с эстонскими правилами, законами. Ну, конечно. Если оба... Если русский, это не человек. Ну, в ущемленных правах. Не то, что человек. Он человек, но ты должен объяснить, без прав. Как ты смел родиться в Эстонии. Вот я объяснял, почему у меня дочка родилась в Эстонии. Как это было? Взяла и родилась, а кто ей разрешил?